Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. Излишняя доверчивость привела к потере крупной суммы денег. В Тампонском районе пенсионерка стала жертвой мошенничества и лишилась более полумиллиона рублей. 63-летней женщине, работающей бухгалтером, позвонил неизвестный и представился следователем Следственного комитета города Москвы. Мужчина сообщил, что ей полагается компенсация за биологически активные добавки, так как у товара был обнаружен побочный эффект. Более месяца пенсионерка переводила средства неизвестному через свою банковскую карту. При этом мошенники уверяли женщину, что компенсация составит 11 миллионов рублей. В итоге пенсионерке пришлось взять кредит на 300 тысяч рублей, чтобы оплатить все услуги. Когда уже пожилой женщине закончились деньги, мошенник сообщил, что с ней свяжется банкир и переведет деньги, после чего отключил свой номер. А вот еще одного мошенника, представлявшегося сотрудником ГИБДД, якутским полицейским удалось задержать на железнодорожном вокзале города Нерюнгри. Он пытался покинуть республику. Ранее судимый 27-летний уроженец Иркутской области с осени прошлого года занимался мошенничеством через социальные сети и мессенджеры под предлогом оказания помощи в получении и восстановлении водительских удостоверений. Общение с потенциальными жертвами велось по мобильной связи. В качестве предоплаты потерпевшие переводили денежные средства на названные им реквизиты банковских карт. В целях конспирации лжеполицейский периодически менял номера сотовых телефонов. В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к 18 эпизодам мошеннических действий. В общей сложности он похитил у жителей Якутии, Иркутской области и других соседних регионов более 1 миллиона рублей. В Якутске гость избил хозяйку квартиры и унес с собой боксерскую грушу. Установлено, что потерпевшая распивала спиртное в компании своих друзей. Вечером к ней в квартиру нагрянула другая нетрезвая компания. Через какое-то время началась потасовка, в ходе которой один из гостей избил потерпевшую, после чего прихватил детскую боксерскую грушу и скрылся. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Похищенное изъято и возвращено. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а также проводится расследование по статье «Побои». Сильная усталость стала причиной преступления. В дежурную часть отдела МВД России по Алданскому району поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что ночью неизвестный угнал его машину ВАЗ-2106. В эту же ночь сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Алдан. Задержанный пояснил, что, гуляя ночью по городу со своим другом, он очень устал и решил доехать до своего дома на автомобиле. Несовершеннолетний знал, что владелец не запирает свое авто и хранит ключи от зажигания в солнцезащитном козырьке. Завести машину не составило труда. Спустя какое-то время, так и не доехав до дома, автомобиль заглох и был брошен на одной из улиц города. Прокуратура Анабарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы села Соскылах Анабарского района. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в феврале 2019 года в одном из домов в селе Соскылах между гражданкой и потерпевшим возник словесный конфликт, в результате которого обвиняемая умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанесла потерпевшему один удар ножом в область спины. В результате полученной колото-резаной раны потерпевший, не приходя в сознание, скончался. Уголовное дело направлено в Мернинский районный суд. В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в жестоком убийстве местной жительницы. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Следствие установило, в ночь с 20 на 21 июля 2019 года потерпевшая сначала распивала спиртные напитки на улице в компании с мужчиной, после чего употреблял алкоголь в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а также у дома по улице Пулковской уже с другим мужчиной 1990 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры он избил потерпевшую, после чего нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи места своего проживания. Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается. А с какой целью вы ее били? Слишком сильное оскорбление нанесла. А я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя.
Полиция Перу изъяла рекордную партию фальшивых долларов – больше 20 миллионов. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Никита Конев. Полиция Перу в среду показала крупную партию изъятых фальшивых денег. Спецслужбам удалось перехватить 20 миллионов долларов. В руководстве правоохранительных органов заявили, что арестовали преступников во время перевозки груза. После полугода слежки и изматывающего расследования 4 человека были арестованы, когда они пытались переправить деньги из типографии в центры, где должны были нанести финальные штрихи. Это крупнейшая партия фальшивых долларов, которую нам удавалось перехватить. В полиции подчеркнули, что сотрудничают с секретной службой США, и за время работы им удалось изъять порядка 300 миллионов долларов и уничтожить 21 преступную группировку. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.